Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустами Эмомали принял участие в заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и 13-м пленарном заседании ассамблеи в формате видеоконференции. В ходе работы указанных заседаний наряду с организационными вопросами были обсуждены результаты работ по реализации приоритетов председательства Российской Федерации в Организации договора о коллективной безопасности в 2020 году. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности. Проекты типовых законодательных актов и рекомендаций по вопросам обороны и безопасности. Процесс имплементации норм типового законодательства в национальном законодательстве государств-членов организации. Проект программы парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности по сбору и интеграции национального законодательства государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы. Также и другие вопросы, касающиеся деятельности парламентской ассамблеи ОДКБ. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, выступив на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ с учетом председательства Республики Таджикистан в Организации договора о коллективной безопасности в 2021 году, предложил провести очередное заседание парламентской ассамблеи ОДКБ в первом полугодии 2021 года в Республике Таджикистан. Участники заседания единогласно приняли предложение. По другим обсужденным вопросам были приняты соответствующие решения. Сегодня состоялось 19-е заседание Совета глав правительств государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. На встрече принял участие и выступил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В числе основных тем встречи – преодоление последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19, укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей, переход к взаимным расчетам в национальных валютах, транспортная взаимосвязанность в ШОС и развитие региональных связей. Премьер-министр страны Кохир Расулзода подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан заинтересовано в расширении сотрудничества со странами-членами и наблюдателями Шанхайской организации сотрудничества и постоянно принимает конкретные шаги в этом направлении. По итогам встречи были приняты соответствующие постановления по развитию ключевых секторов национальной экономики стран-членов ШОС и стран-наблюдателей, а также дальнейшей деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Далее, в связи с возникновением второй волны распространения заболевания COVID-19 в мире, Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, следовать советам и рекомендациям врачей и специалистов. В Таджикистане усилены профилактические меры с целью предотвращения распространения COVID-19. Один из самых быстрых способов распространения любых инфекционных заболеваний – несоблюдение обычных правил гигиены. Поэтому каждый член общества должен соблюдать правила личной и общественной гигиены. В связи с этим во всех общеобразовательных учреждениях города Душанбе, в том числе и в школе номер 1 столичного района Исмоили Сумуни, особое внимание уделяют использованию медицинских масок и антисептических растворов. На входе в учебное учреждение все проходят дезинфекцию рук антисептическими растворами и проверку температуры. Данные меры проводятся с целью предотвращения распространения нового коронавируса COVID-19. Строгое соблюдение правил личной и общественной гигиены, обязательное использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции способствует профилактике инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Кроме того, в этом учебном заведении развешаны плакаты, на которых подробно показано, как правильно мыть руки и другие меры профилактики. Правила личной и общественной гигиены должны прививаться каждому гражданину с малого возраста, ведь если мы все вместе будем соблюдать необходимые правила, то это, безусловно, повлияет на здоровье общества в целом. Также в рамках кампании по озеленению города Душанбе преподаватели этого учебного заведения высадили вокруг школы вечно зеленые деревья.
В рамках подготовки к 30-летию государственной независимости и годов развития села, туризма и народных ремесел в городах и районах страны полным ходом идет благоустройство и созидательная работа. Создание сотен новых рабочих мест и создание необходимой инфраструктуры в сельской местности страны в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел способствует повышению благосостояния жителей. В рамках годов развития села, туризма и народных ремесел, целью которых является улучшение социально-экономической ситуации в регионах страны, обеспечение продуктивной занятости населения и повышение экономической активности населения в период подготовки к 30-летию независимости Республики Таджикистан, в районах построены и сданы в эксплуатацию десятки объектов различного назначения. Наряду с процветанием и обустройством городов и сел создаются новые рабочие места, что повышает уровень благосостояния населения. В рамках запланированных мероприятий до сентября 2021 года в городах и районах страны будет построено и введено в эксплуатацию более 25 тысяч социальных, промышленных и туристических объектов, которые создадут десятки тысяч новых рабочих мест и решат многие социальные проблемы. Развитие народных промыслов и туризма, в частности экологического туризма, лечебно-оздоровительного, историко-этнографического и других его видов, а также альпинизма, обеспечит надежную основу для устойчивого социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения и создания современной инфраструктуры в сельской местности страны. Установленные льготы в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел позволили построить малые и средние мастерские в городах и сельской местности страны, которые обеспечивают дополнительные рабочие места и являются производителями продукции, привлекательной для туристов. За короткое время сельская местность страны, особенно места, имеющие туристическую привлекательность, приобрели совершенно новый облик. Построена необходимая инфраструктура, введены в эксплуатацию сервисные центры с благоприятными условиями, и в настоящее время процесс строительства и благоустройства стремительными темпами продолжается. Благодаря вакцинам в нашей стране большинство детей имеют иммунитет к таким опасным болезням, как корь, паротит, краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит. Прививая себя и ребенка, вы защищаетесь от инфекционных заболеваний. Отказываясь от прививок, вы подвергаете риску здоровья и жизни детей. Вакцинация – это инвестиция в здоровье и благополучие детей на всю жизнь. Борьба с инфекционными заболеваниями и их профилактика – одно из основных направлений деятельности всего сектора здравоохранения. Профилактика инфекционных заболеваний с помощью вакцин очень эффективна и относительно дешевая, что позволяет снизить заболеваемость инфекционными заболеваниями посредством иммунизации, а также планировать ликвидацию некоторых из них. Благодаря иммунизации в нашей стране большинство детей имеют иммунитет к таким заболеваниям, как корь, паротит, краснуха, дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит. Помимо этого, в рамках реализации новой национальной программы иммунопрофилактики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы предусмотрено внедрение пневмококковой вакцины в 2022 году. Несмотря на уже достигнутые успехи в снижении угрозы распространения заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин, еще слишком многие не получают пользу от защиты, обеспечиваемой вакцинацией. Ежегодно в мире регистрируется до 1,5 миллиона смертей среди детей в возрасте до 5 лет от заболеваний, предупреждаемых иммунизацией. Пробелы в охвате иммунизации открывают дверь для инфекционных заболеваний, что позволяет им распространяться среди тех, кто не был привит. Одно из вирусных инфекционных заболеваний, которые приводят к таким серьезным осложнениям, как энцефалит, менингит и бесплодие, является паротит, свинка. В Республике Таджикистан ежегодно регистрируется от 1,5 до 2,5 тысяч случаев заболеваний паротита. Как и большинство других управляемых инфекций, у паротита нет специфического лечения, и иммунизация является эффективным и малозатратным способом предотвращения заболевания. К счастью, Республика Таджикистан, начиная с этого года, вводит в национальный календарь иммунизации вакцину против паротита. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, начиная с 23 ноября 2020 года будет проводиться иммунизация против паротита с использованием комбинированной вакцины против кори, паротита, краснухи детям в возрасте 1 года и ревакцинация в возрасте 6 лет.
Проблема, которая сегодня вызывает озабоченность у мирового сообщества, это коронавирусная инфекция COVID-19. Население страны прививать детей всеми вакцинами, предусмотренными национальным календарем иммунизации. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Мехрузи Джума. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.